Добрый вечер, дорогие друзья. Ассаламу алейкум. Hoş geldiniz hürmetli kardeşler. Kumuk gecesi başlayız. За время проведения вечеров кумыкской культуры у нас сложились определенные традиции их наполнения. Новизной этого года является книга, которую вы могли видеть при входе в наш актовый зал, в которой каждый из вас мог оставить свое пожелание и свой отзыв. Сегодняшние кумуки часы проводит наш новый проект – Московская кумыкская организация «Кумуклар». И для приветственного слова мы рады пригласить президента Московской организации по сохранению кумыкского народа, развитию кумыкской культуры и координации кумыкских проектов Рамазана Алпаута. Встречаем! Assalamu alaikum arkadaşlar. Merhaba. Bir başlap sizge, bizim konaklarımızga, yalnız bizim ülkede болып kalmay, başka ülkelerden gelgenlerge de köp sağlığı barakalla bildirmek istiyorum. Bizim bugünkü özün ocağında konak etken Tatar madaniyat ocağına da köp sağlığı bildirmek istiyorum. Я буду переходить с языка на язык, потому что у нас аудитория разная, говорят они на разных языках, поэтому не сочтите за грубость то, что я буду переходить с языка на язык. Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о нашем родном языке, кумуктей. Это не случайно, потому что 21 числа, 21 февраля весь мир отмечал Международный день родного языка. И мы решили приурочить к этому дню сегодняшнее наше мероприятие и поговорить о нашем языке подробно, как для носителей языка, так и для тех, кому это интересно. Мы попытаемся сегодня показать наш язык с точки зрения истории, с точки зрения лингвистики. Вы услышите наш язык в песнях, вы услышите, насколько он схож с другими языками, потому что споют песню на 4 языках, на кумыкском, крымско-татарском, на карачаево-балкарском и нагайском, и исполнят это кумычка и крымская татарка. Вы увидите, как это легко переходить из одного языка в другой. Мы считаем, что наши тюркские языки Кавказа и Крыма, они условно только отдельные языки. Для нас это наш анатыль, неважно, как он называется, кумуктыль, крымтыль, алантыль или ногайтыль. Мне также хотелось бы сегодня отметить, что мы с каждым разом переходим на новый уровень. Сегодня у нас более широкая представленность, как с точки зрения гостей наших, которые представляют не только нашу страну, но и родственные тюркские государства, но также региональные наши партнеры, региональные власти из разных регионов сегодня присутствуют здесь. И мне хотелось бы отдельно выразить им благодарность. Я знаю, что присутствующие здесь турки не говорят на русском языке, поэтому в силу того, что у меня турецкий немного слабый, я попытаюсь то же самое сказать на английском языке. I would like to thank you, all of you, for coming here, just especially for our Turkic partners from the Turkish consulate from Moscow and our experts from Turkey who are represented here. Thank you very much for coming here. It's very important for us that you are here. And we would like to develop our partnership with not only with the consulate, but also with the expert who's from Turkey and other Turkic countries. Thank you very much again. It's our pleasure to see you here. На самом деле, мне не хотелось бы здесь долго
поговорить, потому что мы сегодня собрались не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы показывать и вызвать у вас какие-то эмоции, какие-то чувства. Мы хотели бы, чтобы вы задумались о родном языке. Не важно, какой это язык, важно то, что он для нас всех один, а на «ты», будь то татары, кумыки, аланы и так далее. Поэтому я предлагаю продолжить, и еще раз благодарю всех за то, что вы здесь. Спасибо большое, Рамазан. Наши друзья на Кайте сегодня также проводят благотворительный вечер. И я думаю, при входе в наш зал вы видели маленькую коробочку. Мы также собираем помощь больному ребенку. Мы будем рады, если вы нам поспособствуете. А сейчас нам бы хотелось пригласить на эту сцену представителя Департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аюба Заурбиева. Встречайте! Hoş geldiniz, barınız, konaklar. Ne çakırganı, Ramazan çakırıp gelgen, bekarı gördüm, çakırganı. Allah razı olsun Ramazan'la da. Allah razı olsun sizge, barınızge gelgenler, çünkü Allah'da. Bizim departamentte gelip, o zaman Ramazan'da gelip bizde bu aycıyın etip, prezentasyasını etip, o zatını organizasyonu biz birçe yıldanlık birikenik o zamanlar. O zaman bizde bir gezet çıkarttık var. Bu gezet var, anda bizde Respublika'da çıkan. Bek gezeti var, yaxşı gezeti var, bunu bulay bitirip toxtatıp koymayı. Biz daha da dальше bu gezetini çıkartacağız, Allah buyursa. Daha da ötetmek yalnızı var bu gezetin. Bakırma. Bu Kumuk geçesi etken hakkında Eru oylansız, Eru etkensiz, Allah razı olsun. Bizde direktör ki cıyılıp kruglый стол ettik bizde anda Çeçen Respublika'da rukovoditelleri общественной организацияның культурный автономия аланды. Алар bizi xiyalımız var, hani cıyılıp birikme, bir asosiasiya etme. Kumuklardı, Noğaylardı, Tatarlardı, Türklerdi. Biz abilinitse edip, o bizde Respublika'da bir asosiasiya etme xiyalımız var, Allah buyursa. Ana sizge aydayındı. Özüm aytmayı düşkeni, bildireyim başladım sizge gelip. Sağ olun. Сау олыңыз. Хотелось бы также обратить ваше внимание, что у нас сегодня имеется в продаже фильм «Хайтарма». Обращаю внимание, что он платный. И если кто-то взял и не заплатил, просьба обратиться, заплатить или вернуть. Спасибо. Мы очень рады, что сегодня в этом зале вместе с нами присутствует представитель старшего поколения кумыков Москвы. Поэтому нам бы хотелось предоставить слово Аксакалу Хамиду Валиеву. Встречайте! Men bek şart bolum. Şuday sizin bilan birlikte şu ulug kechede yig'ilmaga sizin görgende men nechik suyunganimni Allah biledir. Şu sayalı aytuv var ulug'larni suyungandan suyundirgan nasib bilir. Bizim suyundirgan şu bizim inimiz Ramazan şu bilan birlikte şu ulug kecheni urgan joyda yaşlarlar. Men sizge aytman söylegenim, siz bizim suyundirgenliğini ikinci kadar. Sizinle Allah suyundirsin ya Allah. İkincide şu cihim bulağını ben iki gün Allah bilgen edim. Bilgen yok bizim Dağıstan'da okumuş şükürçülara, yazılçılara zıvant etmeye başladım. Şolar barda Akkaya, Camatov'da, Badrüttün Magomedov'da, Sufyanat'ta, son bizim bu Caçayev'de, Ahmet Caçayev'de barda sizge ulu sağlamları verdi. Bir tilevi var idi, şu cihimden şolanı şuhurlarından bir bölümünü okursan yarayım dedi. Şolarda bizde Dağıstan'la grupların arasında
лапта айтылған ұлылар десе ярай, орысша кумык и со знаком качества болғалады. Масал үшін ұлылан айтылу бар. Sen bir, men bir, hatta biçen kimsalar der. Şu aytuğa göre bizim yazıcı, şifrücü Badrüddin Mehmedov yazgan şifrü var. Şu anda bir bölümünü okuyayım sizge. Şundan şuraya. Gümbetlerim taptalgan, kank çalına kanadan, halkın azdırgan olan tuğmaya kalsın anadan hep. Şunun ikinci sözü var, kupletinin şu şiirunu. Şurayı başına şurada ortasına koyayım sizge bu uzun şiir o. Tağlı eşekten düşken, çeçe bingen atına, umumun atı olayen, biçeni yok salmağa tüül. Yanından başlayayım, ayrı bir biraz suyun yetmeli üstünden algasayma. Tağlı eşekten düşken, keçen gerilegen atın, umutlu atı ölgen. Umutlu atı ölgen salınmay kalıp biçenliydi. Son bizde bir daha bir şuhurcu var Sübyanat deyip. Bek arıvatın, bek yaşıvatın, bek aytılgan bulay yazıcılardır, şuhurculardır. O çıkara Dağıstan'ın Karlıgaç deyip yaşayan kitap. Şonda bir şu kitabını okuyan bir şuhurum var. Bir komuza jirafını çabuk артından yetken, men seni süyemem deyip sozulup upay etken deyip. Şolar şu sizge salamlarını bergenler daha yazık dağda Allah buyursa cıyılarız biz dağda kop bolarız biri dağdan da bek suyunerbiz. Şolarlar biraz tez geçtirirsek şolar kitaplarını verip şunda siz okuğanında bilgeninde süyelim. Kopsa bolumuz kuvallaha razı olsun. Tireligenini ayıp etmeyi sizden suyunup tirele kapanayım. Sağ olasın. Также хочется пригласить на эту сцену для приветственного слова представителя татарской общины Гаяра Искандерова. Просим вас на сцену. Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Biz sizinle meleketliyiz, sizinle Meşkel Tataraların işiminden sizinle büyük yakşaşat görevimiz bizden yurtumuzda, kilik isminde yaşarak, bizden münasebe yurtuna indi, 100 yıl doldu indi bizde, mında küp. Anın tarihi büyük yakşı, büyük uzun tarihi, mında Müslüman azıyılganlar indi, hazır siz de kildiniz bizden yanımızda. Şunu ötesi kile, biz bir halk. Bizni bürdüler, min katinde, 100 kat kistiler, bitirdiler, barabar görevimiz, telimiz bir, sözümüz bir, fikrimiz bir değiş olarga. Bu Rusya, bu da bizning izgi yerimiz, filimiz bizniki. Altın Orda zamanlarından biz bunda bir halk bulup yaşadık. Orus halkı bilen birge. Anlaşılan mı sizge? Yok mu? Sizin bir yazıcı Murat Acı'nı da biz hürmetli biz bunda biri de Murat Acı şunu etken idi. Biz bir halk Rusya'da, biz bir halk. Niye deyip o şunu etti? Evvelden Orus halkı da, Tatar halkı da ötesi bir tilde söyleyenler, Tengrilik bir dilde bulganlar, anası bizni şulay bürdüler. Tatarlarına, Oruslarına kara suğuştırdılar da biz ayran gitti. Hazır Ukrayna şimdi bu halde. Ukrayna halkı, Rus halkı bilen aşağı suğuştıralım. Bir halk bitirelim. Sınırdan bölge oynanırga gerek, bizge birge bulurga gerek, bizning yurtimizni mana shu bizning davlatimiz gerek birgalashib o'stirga. Shuning uchun kurashirga kerak bu yerda. Allah aytgan, men sizga yordam etmasam o'zingiz tirishmasangiz. Tirishirga kerak, birgalashib tururga. Tag'inda aytdim ki, endi shuni
Bizning Murat Hajiyev, mana taqanday ana yozuvchilar Galiynikida shulay avar bizning tarixini acha boshladi. Tariximiz biznikiga bo'lgan, tariximizni ko'pisi bilmaydi, shuni bilirga kerak. Televiz ber ko'rasizmi? Endi Kirgiz munda yashiramiz, munda uchrashuvlar o'zdiramiz. Butun ishimiz konsertlar bo'ladi. Kirgiz, bu sizning yurtingizda shulay, biznikida shulay. Biz bir xalq bo'lib shulay yasharga Allohdan nasib bo'lsin turarga. Shuni aytishim kerak, rahmat sizga. Давайте поприветствуем представителей посольства Турции. Эмина Киразова. Встречайте. Esselamu Aleyküm. Hürmetli yoldaşlar, bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Geceniz kutlu olsun, gününüz kutlu olsun, mübarek olsun. Davetiniz için teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok sağ olun, var olun. Спасибо большое. Сейчас нам бы хотелось предоставить слово вице-президенту общественной организации «Омуклар» Руслану Солодбекову. Давайте поприветствуем бурными аплодисментами. Добрый день. У меня речей не будет, я начну сразу с презентации. Я хочу представить вам новую общественную организацию, которую мы создали в этом году, буквально только что. Называется она «Омуклар», что значит «Кумыки». Зарегистрирована в январе этого года. Создана она для координации кумыкских проектов в России и других странах. Пожалуйста, следующий слайд. Почему возникла необходимость в создании этой организации? Многие из вас знают, что в прошлом году, год назад, мы регистрировали другую общественную организацию, которая называлась ОСДН. Это московская кумыкская самоорганизация, которая занималась, была создана для московских проектов, но за этот год многое изменилось. За этот год в результате нашей и наших друзей активности появилась целая сеть кумыкских организаций. Вот на этой инфографике вы можете увидеть, даже далеко не все, желтыми или оранжевыми звездами отмечены зарегистрированные организации. Это ОСДН, с которой все начиналось. Но ОСДН это просто общественная организация. А за этот год наши друзья успели создать две национально-культурные автономии в Грозненском районе Чеченской Республики и в Гудермесском районе Чеченской Республики. Гудермесская организация, она вообще стала первой кумыкской культурно-национальной автономией регионального масштаба, не регионального, местного масштаба, но тем не менее первая в Грозненском районе вторая. Таким образом, уже три организации. Сейчас идет речь о том, чтобы на базе двух районных организаций создать в Чечне региональную национально-культурную автономию. Наши люди есть и в Северной Осетии, которая также является одной из трех наших республик, где мы живем, в Чечне, в Дагестане, в Санкт-Петербурге наши активисты, в других странах, здесь отмечена Белоруссия, но это не единственная страна, где есть наши активисты. Таким образом возникла целая сеть. Пожалуйста, следующий слайд. Что мы сделали за этот год? С трудом уместилось на этот большой экран. О регистрации МКС ОСДН и двух национально-культурных автономий я вам сказал. Мы провели 2 вечера. Но мы тут по-разному считаем, какие они по счету были. Вечера у нас на самом деле идут очень давно, в форме вечеров или просто мы собирались отмечать какие-то праздники. Мы провели в Грозном конкурс по кумыкской литературе, целью которого было выявить достойных людей для поступления в ведущие турецкие вузы. Этот конкурс прошел в марте в Грозном, и 4 человека через нас совершенно бесплатно поступили в вузы Стамбула, Анкары, Анталии и Эскишехира, и сейчас там учатся. В этом году мы снова проведем, уже проводим этот конкурс, снова отберем людей, снова отправим учиться в эти вузы.
в Москве. В Москве мы запустили курсы кумыкского языка. Кумыкский как иностранный фактически, то есть учат язык не только кумыки, которые по каким-то причинам его не знают, но и люди других национальностей. Клуб общения на английском языке, на немецком, на турецком языках, где люди могут приходить и общаться с профессиональными лингвистами между собой. Принцип такой, что там задается какая-то тема для общения, и люди общаются на этом языке. Туда тоже ходят не только кумыки, но и кумыки в том числе. Вообще, все наши проекты, они не только для кумыков, конечно, в основном мы собираем кумыков, но приходить могут люди любых национальностей. Мы отбираем все-таки не по национальному признаку. Молодежная команда «Что, где, когда» в Москве уже несколько раз участвовала в играх. Мы инициировали написание множества статей, интервью в СМИ федеральных, российских, в международных СМИ. Мы мониторим, значит, какой отклик находит наша деятельность и вообще, как пишут о кумыках. Мы обратили внимание, что за этот год упоминание кумыков в СМИ и в соцсетях выросло просто на несколько порядков. Ну, смеем надеяться, что и мы внесли в это какой-то вклад. Один из проектов, которым мы особенно гордимся, его здесь уже представляли, это газета «Тюрк-Заман», которая выпускается на нескольких языках. Это и 4 языка, которые, как сказал уже Рамазан, фактически являются 4 литературными нормами одного языка: кумыкский, ногайский, карачаево-балкарский и крымско-татарский. Там статьи на турецком языке, есть на русском языке. Газета издается в Грозном. На самом деле это, наверное, первая газета на всех наших 4 языках, на стольких языках, одна газета. Не знаю, мы не слышали о таких проектах раньше. На самом деле очень большое событие, мы будем продолжать это. Наши представители участвовали в нескольких конференциях международных и российских. Одну международную конференцию провели мы сами, и это наша тоже особая гордость. Она прошла в Грозном в декабре. Называлась она «Терские тюрки как культурный мост между Чеченской республикой и тюркским миром». Терские тюрки, ну так мы назвали тюрок, живущих в Чеченской республике. Там и кумыки, и ногайцы, и турки-месхетинцы, и татары. Конференция прошла успешно. Ну, кстати, особая благодарность руководству Чеченской республики, которая поддержала и была одним из организаторов этой конференции. Без них у нас ничего не получилось бы. Огромная благодарность. Приехали гости из Турции, Азербайджана, из Москвы, из Казани. Получилось живое общение с конкретными результатами. Мне вот, например, я вот больше всего ценю договоренность с нашим гостем, участником конференции из Татарстана, Маратом Гибадиновым, который занимается изданием учебников по истории для школ, школьных учебников. И мы договорились, что он включит в статью про наследников Золотой Орды статью о Шамхальстве Тарковском. Шамхальство Тарковское — это кумыкское государство, существовавшее до середины, до начала XIX века. Вот краткий перечень, пожалуйста, следующий слайд. Вы, наверное, обратили внимание, что, наверное, большая часть этих проектов была не в Москве, и в Москве тоже. Таким образом, наша инициативная группа, которая создавала организацию ОСДН, которая работала весь этот год, фактически работала уже не как московская организация, и мы это закрепили юридически. Мы создали в этом году
структуру, которая координирует работы той сети, которую вот вы видели на слайде. Московская организация по сохранению кумыкского языка, развитию кумыкской культуры и координации кумыкских проектов Кумук-Лар. Следующий слайд, пожалуйста. Руководят те же люди, что и руководили до сих пор организацией ОСДН. Президент Рамазан Алпаут, вы его уже видели на этой сцене, вице-президенты Марат Кулабов и я, Руслан Салахбеков. Пожалуйста, следующий слайд. МКС ОСДН никуда не пропал. Он стал нашим подразделением, под этим брендом работает как наша молодежная организация. Ее возглавил Алаудин Ибрагимов, наш активист. Прошу любить и жаловаться. Следующий слайд. Таким образом, получилось так, что сохранилась сложившаяся в нашей организации двуступенчатая структура. У нас и весь этот год была, получается, как бы взрослая организация и молодежная организация. Как молодежная, как крыло, скажем так. Сейчас это организация, совершенно официальная, которая, конечно, работает вместе с нами. Следующий слайд. Бренд МКС ОСДН, который стал популярен за этот год, мы, естественно, никуда его не деваем. Мы, несмотря на то, что создали новую нашу головную организацию, бренд, он остается за нашими молодыми активистами. Следующий слайд. Символика организации сохраняется, тот же самый флаг, та же самая эмблема на флаге. Этой символикой пользуется вся наша сеть кумыкских организаций, которую вы видели в этой презентации. Следующий слайд. Еще раз мы подчеркиваем, что то, что мы делаем не так, что вот пользуемся этим только мы, и никто не имеет права, кроме нас, тем же флагом, например, пользуются разные организации, не только входящие в нашу сеть. Флаг использовали даже в политических акциях, когда мы делали заявление, что тогда мы впервые сказали, что мы даем право всем пользоваться любыми плодами нашего творчества, нашей деятельности, при этом остаемся культурной организацией, а не политической. Соответственно, символика, флаг, все остальное, это все достояние всего кумыкского народа, мы этим делимся со всеми. Следующий слайд. Снова наша сеть, теперь она выглядит вот так. Теперь появилась, вон наверху звездочка, молодежная организация МКС ОСДН. Соответственно, наша Кумук-Лар будет курировать деятельность ОСДН, мы работаем в плотном контакте. Следующий слайд. При этом молодежная организация будет в свою очередь курировать. Назад на один слайд, пожалуйста. Молодежная организация при этом будет курировать молодежные проекты по всей нашей сети, во всех регионах, где мы работаем, и в России, и за рубежом. Это будет такое обоюдное влияние. Пожалуйста, следующий слайд. Ближайшие планы Кумук-Лар. Тут уж совсем коротко я написал, чтобы не говорить слишком много о том, что еще не сделано. Мы только собираемся сделать. Я уже говорил, что на базе первой и второй кумыкских национальных культурных автономий в Гудермесском и Грозненском районах, Тыры и Тузвук, в ближайшее время должна быть создана региональная национальная культурная автономия, первая в России. Мы будем всеми силами этому содействовать. Дальше, значит, я здесь написал про содействие созданию кумыкской самоорганизации в Беларуси, но не только в Беларуси, конечно, везде, где наши активисты представлены, люди пытаются самоорганизоваться. Это на самом деле не так просто, как кажется, поэтому мы будем оказывать им любую помощь, методическую помощь, не только моральную поддержку. Те студенты, которые поступили
в турецкие вузы и учатся там. И те, кто поступят в этом году через нас и будут учиться, соответственно, они между собой контактируют с нами. Мы, конечно, ставим целью создать кумыкскую организацию и в Турции. Ну, пока студенты наши только в Турции, но у нас в планах посылать их учиться и в другие тюркские страны, в Казахстан, например. Соответственно, там тоже будет ставиться такая же задача, чтобы наши молодые люди, кумыки и кумычки, чтобы они не просто учились, но и занимались какой-то общественной деятельностью. Мы намерены продолжать проводить вечера кумыкской культуры, такие как этот, продолжить работать над газетой «Тюркзаман». Кстати, я не сказал тоже огромное спасибо руководству Чечни, которое помогает выпускать эту газету. Надеемся, что дальше наше сотрудничество продолжится. И среди наших больших планов проведение осенью 2015 года в Москве международной научно-практической конференции. Название вы видите похоже на то, что у нас было в Грозном, только на этот раз кумыки как культурный мост между Россией и тюркским миром. Будем надеяться, что все у нас получится. Следующий слайд. То были ближайшие планы, которые фактически уже запущены, проекты запущены и в хорошем смысле запущены, которые должны реализоваться в ближайшее время. А среднесрочный проект — это создание федеральной кумыкской национальной культурной автономии и Международного союза кумыкских организаций, которые уже будут координировать, которые будут координировать на российском и международном уровне деятельность сети кумыкских организаций. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Руслан. Вам спасибо. Как уже было обозначено Русланом, в конференции, которая была издана газета, которая называлась «Тюркзаман», она была написана на тюркских языках. В продолжение к этому мы хотели представить вам песни на 4 языках «Безин халк». Слова которые, кстати, были написаны Рамазаном. На эту сцену мы приглашаем Керимову Гульмиру и Фатму Джапарову. Встречайте! Yeah.
культуры Российской Федерации Екатерину Трудневу. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу исполнять свои обязанности директора Департамента межнациональных отношений Министерства культуры Российской Федерации. Разрешите поприветствовать организаторов, участников и гостей вечера кумыкской культуры. Россия веками формировалась как государство, где многочисленные ее народы жили в атмосфере добра и согласия. Благодаря этому вековому взаимодействию и сформировалась наша национальная страна, неотъемлемой частью которой и является кумыкская культура, ее обычаи и традиции, художественное искусство и литература. Общественные организации кумыков вносят значимый вклад в развитие и сохранение этнической и религиозной самобытности. Мы надеемся, что созданием Московской организации кумыков «Кумуклар» продолжит свою работу в дальнейшем развитии языка и культуры кумыков. Еще раз хотела бы вас поприветствовать, пожелать вам развития, достижения новых целей, всемира, добра. Спасибо. Также сегодня у нас в гостях вице-президент одной из наших региональных структур – Национально-культурной автономии кумыков Гудермесского района Чеченской Республики ТР. Встречайте, Рената Абдулаева. Başlar, Allah'ın razı olmayı aytmasıyla bu bayramı bugünümüzde hazret edilir. Kumuklar organizasyonları İbar olardan yetkilileri bayramda Allah razı olsun. Чечен Республикадан келгенбиз, Төрөдө Кумуклар общественный организациясын представить этип, мен алдымда Руслан айткан күйдө биздин республикада эки организация бар. Birisi Buzlik, başka rayonda bizimki Töre, Gürmes rayonunda. Aytkan kuyda Mart ayda объединениябыз болма керек, birleşip bir işni под одной организацией yürüten kuyda. Bizim основной целlerimiz, kulüplarımız etmeye gerek. Bizim kumuk halkını дальнейшем Allah buyurğansa okuğadı, ilmuğadı kast edip okuma qarasını uçurdup o'zining yaşayan yerlerinde я на русском скажу в местах их проживания, чтобы создавались условия, которых им в иной раз не хватает иногда. И в большей степени, конечно, образовательные проекты, как уже было указано, это обучение в вузах Турции, также в ряде других вузов других стран. Ну и, чтобы не быть голословным, мы бы хотели продемонстрировать небольшой ролик, который был смонтирован из материалов нашей деятельности за прошедший год. Allah razı olsun da Rize'de kararız.
Спонсором нашей официальной части сегодня является ресторан «Хороший год». Если вы следите за нашей жизнью, за жизнью нашей организации, то вы осведомлены, что мы 2 года подряд направляли наших активистов на учебу в лучшие вузы Турции. И этот год не станет исключением. Для приветственного слова и объявления финалистов конкурса на поступление мы приглашаем на эту сцену президента организации Кумукла Рамазана Алпаута и вице-президента организации Торе Рината Абдулаева. Встречаем! Мы проводим разные образовательные проекты, и один из проектов – это направление на учебу, пока еще только в Турцию, студентов, которые проявляют себя в разных сферах. Мы их отбираем посредством разных конкурсов. 2 года подряд это происходит посредством кумыкской литературы. Мы разработали 25 шорт-лист из 25 произведений кумыкской литературы, по которым объявляется конкурс, люди подают заявки, пишут мотивационное письмо на кумыкском языке, автобиографию на русском или кумыкском языке, и как они видят развитие Московской кумыкской самоорганизации на иностранном языке. Плюс кумыкская литература. То есть это не просто люди, которых мы... захотел человек учиться, мы помогли ему. Нет, мы проводим жесткий отбор, и нам бы хотелось сегодня показать ролик 2 наших студентов, которые учатся в Анкаре и в Стамбуле, а потом объявить финалистов на этот год. Ассаламу алейкум, друзья. Меня зовут Рамазан Керимов, и я хотел коротко рассказать вам свое пребывание в Стамбуле, почему я здесь нахожусь, собственно. Я кумык по национальности, мне 19 лет. Я окончил свое среднее образование в белорусской школе. Так получилось, что моя семья приехала в 97 году в Белоруссию и живет там на протяжении уже 17 лет. Вот. В 2016 году я окончил свое среднее образование и выиграл грант на обучение в Стамбульском университете. Я первый год изучал турецкий язык, непосредственно турецкий язык. Он для меня дался очень легко, потому что турецкий язык является очень близким для кумыкского языка. 4 года я здесь буду изучать свою непосредственную специальность, бакалавриат, это по специальности международные экономические отношения. Вот, это уже мой первый год, я изучаю 2-й семестр, уже 2-й семестр буду изучать. Стипендия мне платят 600 турецких лир, это примерно $230, если переводить на эквивалент. Жилье здесь предоставляется в общежитии, в специальных общежитиях, которые есть во всех городах Турции, организации КЭКа. Вот, жилье вообще бесплатное, вам дается чеки специально для питания. Это хватает для того, чтобы питаться целый день. Вот, что хотел бы сказать еще? Ну, я здесь для тех, кто ищет возможность изучения языка, здесь очень большие, потому что легко очень выучить английский язык, так как он на ходу, можно сказать, и турецкий язык непосредственно. Что касается других языков, тоже очень легко выучить, потому что здесь очень много представителей других национальностей, и посредством коммуникации с ними вы можете изучить некоторые языки. Я, например, изучил 2 языка за 2 года, это турецкий и английский язык, поднял их до очень хорошего уровня. Сейчас думаю начать французский язык, выбрать французский язык, посредством перейти к нему. Это будет возможно, я думаю, потому что будет существовать очень много для меня условий. Ассаламу алейкум, меня зовут Азамат Башаев. Я из Кумыкского семейства Бурана. Поступил учиться в КЧКП на факультете экономики. В данный момент прохожу курс турецкого языка. Мне предоставили бесплатное жилье, питание, много других бонусов. Я получаю качественное образование в столице Турецкой Республики. Это стало возможным благодаря Московской кумыкской самоорганизации ОСД, которая недавно стала молодежным клубом Московской кумыкской организации Кумыкла. Я хотел бы пожелать всем выступающим в этом году успехов. Этот путь сложный, но нужный. Мы будущее своего народа. Поэтому сейчас, благодаря Московской кумыкской организации Кумыкла, мы ощущаем себя посланным кумыкского народа в росте времен Турции. Мы лицо нашего народа, поэтому сейчас мы постараемся стать достойным впечатлением о Кумыкском Союзе.
салам и желать им больших успехов, чтобы они также нашу культуру, нашу кумыкскую культуру представляли на всех возможных вечерах и были представителями нашей культуры. А тем людям, которые будут поступать в следующем году в турецкие университеты, пожелать им выбрать тот университет, ту специальность, которая непосредственно им ближе к сердцу. Стамбул – это очень красивый город. Здесь нельзя объяснить только двумя-тремя краткими предложениями. Это нужно приехать, увидеть все это. Можно лишь что-то перечислить, что тут есть. Это Кыз-Кулеси, это мост, который вы видите на заднем фоне, это пролив Босфор, это мечети всевозможные, это парки, это очень интересные открытые люди. Вот. Это все в Стамбуле. В Стамбуле все возможно. Kalan bulan geleceğimizge. А сейчас, как уже было сказано, мы представим претендентов, финалистов конкурса на поступление в турецкие учебные заведения. Наша первая финалистка Асият Менгисанова. Это наша за последние 2 года первая, скажем, девушка, которая решила поступить, прошла конкурс и у нее возникла возможность для учебы. Следующий слайд, пожалуйста. Руслан Ольмесов также очень активно проявил себя в ходе отбора, и надеемся, у него все получится в дальнейшей учебе. Дальше, пожалуйста. Сулеймен Бикинин, уроженец села Брагуны, обучается в Чеченском государственном университете, но в связи с возникшими возможностями для поступления в турецкое учебное заведение решил пройти конкурс, который он благополучно прошел, и надеемся на его дальнейшую успешную учебу. Следующий, пожалуйста. Рамазан Эльбуздукаев. Как вы уже догадались, у нас не только с Кавказа кумыки участвуют в нашем конкурсе. Это один из ярких примеров. Это Нижний Новгород. Рамазан Эльбуздукаев также участвовал в этом конкурсе и попал в финал. Следующий слайд. Саида Зубайраева. Это еще одна девушка, и для нас это еще один такой индикатор, что нам доверяют в обществе, если в наших проектах начинают участвовать девушки. Следующий слайд. Рамазан Биарсланов, который очень активно принимал сегодня участие в подготовке этого вечера, и он как раз сейчас находится в зале. Я попрошу его встать, а вас поаплодируем. Давайте поаплодируем Рамазану. Шахруддин Асидеров. Это более старшее поколение, которое претендует на поступление в магистратуру. И Рамазан Кагерманов. Не подумайте, что такой концентрация Рамазанов, потому что меня зовут Рамазан. Просто так получилось, что в этом году действительно очень много Рамазанов было. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотелось бы также отметить, что спонсорами нашего вечера стал ресторан henkel.ru. Аплодисменты. На самом деле поражает то огромное разнообразие, которое существует среди нашей современной молодежи. Акапелла для вас исполнят Керимова Гульмира и Фатма Джапарова. Встречайте! Şu
Nasip olsun seni kaplanana da 150 yıl ömür versin sana da seni bulan yaşamağa da 150 yıl ömür versin sana da seni bulan yaşamağa da özün sular enişağa boşamay bizge dostum şolay durma boşamay şun dünyada az nasibim var olsa koymay dostum seni bulan yaşamay şu dünyada az nasibim var olsa koymay dostum seni bulan yaşamay. А сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством Аксупьяна Акаева. И для презентации его биографии и деятельности мы приглашаем на эту сцену нашу активистку Асият Мингисанову. Встречайте! Здравствуйте. Акаев Абусупьян родился в 1872 году в селе Нижнем Казанище в Темирхан-Шуринском округе Дагестанской области по национальности кумык в семье исламского поэта Акая Кади Арсланбекова. Учился в исламском медресе сначала в Нижнем Казанище, затем в Тарках. Там изучал арабскую грамматику, юриспруденцию, хадис, риторику, логику и многие другие богословские и светские науки. Высшее исламское образование получил в селе Саграты, где учился 6 лет. Акаев Абусупьян – просветитель, общественный деятель, ученый, публицист, поэт. Среди наиболее значительных деятелей просветительского и просвещенческого движения в Дагестане первой четверти XX века. Он снискал славу и уважение у народов Дагестана и всего Северного Кавказа не только как признанный знаток законоположений шариата, но и как ученый-тюрколог, поэт, педагог и общественный деятель. Ему принадлежит особая роль в движении по реформации ислама в Дагестане и мусульманском просветительстве, как единомышленнику и последователю известных в мусульманском мире деятелей, таких как Мухаммада Абдо, Рашида Резы, Исмаила Гаспринского. Владея энциклопедическими знаниями, он в значительной мере способствовал подъему культурного уровня и национального самосознания дагестанских народов. Создал первую на Северном Кавказе по европейскому образцу школу, издал первый печатный букварь и учебно-методическое пособие на кумыкском языке, грамматические пособия по арабскому языку и серию многоязычных словарей. Абусупьян Акаев был инициатором создания первой национальной типолографии в Дагестане, которая превратилась в главного поставщика книг на языках народов Северного Кавказа. Он автор многочисленных и публицистических и научных статей. Свои статьи, стихи, поэмы он писал на арабском, азербайджанском, персидском и на родном кумыкском языках. Он перевел, предварительно обработав известные произведения: поэмы об Иосифе Прекрасном, Тамире и Зухре, Малике, книги о нравственности и некоторые басни Ивана Андреевича Крылова. Высказывание Абусупьяна Акаева о шариате и государственных школах. Абусупьян Акаев говорил: нам, в семье народов Дагестана, необходимо использовать это величайшее благодеяние и посылать наших детей в государственные школы, чтобы испытать радость от изучения наук и знаний современности. А те, кто думает, что изучать в государственных школах противоречит шариату и религии,
то это суть мнений, которые распространяют враги свободы от неосведомленности и незнания действительности. Про географию он говорил, это наука, изучающая то, что находится на поверхности Земли. И в ней нет ничего такого, чего нельзя изучать по шариату, иначе было бы невозможно путешествовать в далекие государства. Про арифметику поэт писал, наука тонкая, она как помощник. Покупаешь с ее помощью, продаешь, никогда не потеряешь дирхема, если будешь считать. Напротив, не будешь считать, потеряешь тысячи. Высказывание Абу-Суфьяна Акаева о женщинах. В Европе стремились увеличивать число школ и медресе, улучшать их порядок школы. Тем самым привлекли женщин, обучение в школы и далее к работе. Эта идея понравилась в Стамбуле и в Египте, но так как женщины в Стамбуле и в Египте покрывались вуалью, она не стала широко распространяться. А Абу-Суфьян Акаев перевел этот вопрос в наш Дагестан и сказал, как бы ни возник в Египте и Стамбуле вопрос о вуале, он у нас не возникает. Наши женщины не ходят с вуалью. Но вопрос о работе женщин, он привел примеры, что среди женщин в Европе, привлеченных к работе, есть такие, у которых есть семьи, мужья и маленькие дети. Следовательно, такой женщине необходимо нанять другую девушку для ухода за домом и своим ребенком. А сможет ли другая женщина лучше заниматься домашними делами и ухаживать за ребенком, так как родная мать? Поэтому по этим причинам целесообразно было в Дагестане не подпускать женщину к работе вне дома. И в 1929 году Абу-Суфьян Акаев был сослан на север, где в 1931 году умер, так и не смог жить в таких тяжелых условиях и спорах концлагерей. Спасибо. Для очередной музыкальной паузы на эту сцену мы приглашаем Магомеда Абдурапова. Встречайте, друзья! Сделает
нашей организации представит вам настоящий баттл на кумыкском языке. Встречайте, Зита Татаева и Раджаб Керимов! Салам, мерхаба дейбіз. Әрі көрмесеңізді, бізге айып етмеңіз. Амалым düz айтасы, халиги тамаша заман. Мыйықсыз сақалыға илинечі әр адам. Оды керті қызардаш, бар халі қаділсізлік. Мыйғынс ұлы бұса, аласың сен хакимлік. Дағы да бір зат айтайын, адатлар ұнытыла. Горько деп қычырмаса, тойдан той болмай мұнда. Дұрыс сөз бұл қызардаш, гиял келін ұялмай, тейіп тақта олтырып, сүйген көйді хабарлай. Оқу ожаққа қызлар, барайы бауға емі, әрлері қып-қызыл, табаллары әрсіз бей. Ulanlar başka түгіл, ilmudan yok avara. Barida darslar üçün bir tepter bulan bara. Культурный боламыз деп, ана тілін қоламай, ата юртын ұнытып, Мәскеулі болма қарай. Уялмай шоман құртlar, çıktan elin unuta, betine tükürsen de, яңыр яулан айта. Biz бүгін жиылғамыз, башқа қылып көрсетме, халыққа бағып айтабыз, адатлаға арт берме. Халқын айып etmese, gitçe abıp etmeydi. Айтқан хақ сөздерімде, çıktan хақ yürekimden. Спасибо большое. Сейчас нам хотелось предоставить слово представителю крымско-татарской общины города Москвы Эдану Умерову. Встречайте! Ассаламу алейкум. Bizim халқымыз. Я очень рад здесь присутствовать, видеть такие родные лица. Я хочу просто прочитать вам стих. Я думаю, он вам будет понятен. Его написал наш поэт Сейд Умер Эмин. Называется он «Азиз халқым». Sen болмасаң, азиз халқым, ким қорчалар, шәуле сачар yoluma. Sen болмасаң, бүлбүл қонмас, қалем тұтқан қолыма. Sen болмасаң, ким парчалар, yüreğimin buzların. Sen болмасаң, өшірім мен бұзларым. Sen болмасаң, yolda, ызда, қалтырарым, сызларым. Sen olmasan, ömür billah yerde kalmaz, ızlarım. Sen болмасаң, kim eşitir vatan деген sesimi? Sen болмасаң, men өлген соң, kim hatırlar neslimi? Sen olmasan, ne ay doğar, ne taң atar dünyada. Sen olmasan, ne vatan var, ne ana var, ne baba. Sen olmasan, yangıramaz yerde kökte yırlarım. Sen olmasan, yansın, batsın felaketli şükürüm. Sen olmasan, aziz halkım, kimge gerek bu dünya? Sen olmasan, ey ayağım, öksüzüm ben Kırım'da. Sağ olun. Насколько вы знаете, сейчас проходят дни родного языка. И мы, конечно, не могли не затронуть данную тему на нашем вечере. Для презентации кумыкского языка, кумуктыль, мы приглашаем Рамазана Алпаута. Встречайте! Мероприятие посвящено родному языку. Поэтому большая часть вот этих языковых всех вещей, естественно, ими занимаюсь я. Я хотел бы сделать некую презентацию, чтобы у вас в голове остались некие посылы и образы нашего языка. Я буду говорить на русском языке, там написано на английском и на кумыкском, чтобы все могли понимать, о чем идет речь. Что такое кумыкский язык? Кумыкский язык — это, во-первых, тюркский язык. Это язык, который есть как на Северном Кавказе, так и в Крыму. Это письменный язык, у которого довольно долгая история письменности. Это не региональный язык, это не тот язык, который сконцентрирован в одном субъекте федерации. Это язык,
субъектов федерации, или больше, чем язык региона. И это язык межэтнического взаимодействия, общения. Что такое кумыкский язык, если представить его наряду других тюркских языков? Кумыкский язык — это то, что получается, когда создают какую-то общую основу для кыпчакских, огузских и карлукских языков. Поэтому наш язык является не просто языком одного региона, это язык, посредством которого могут общаться кыпчаки и огузы друг с другом, огузы и карлуки друг с другом. И это такой вот естественный ортотюрк. Как я уже говорил, наш язык имеет разновидности. Кумыкский — это всего лишь одна из них, одна из литературных норм нашего языка, которую мы предпочитаем называть анаты. Другие языки, которые, на наш взгляд, являются другими литературными нормами того же языка, это аланла, это карачаево-балтарский язык, они себя позиционируют как аланла. Это нолайлар, близкий нам во всех регионах, где мы проживаем практически, кроме Карачаева-Черкесии. И, конечно же, кроме татар-тв, я специально попросил изменить программу, чтобы передо мной вышел крымский татарин и сказал пару слов на крымско-татарском языке, чтобы вы могли убедиться, что это один язык. Вы можете вот на слайде приведены разные вариации тюркских языков одного слова «юлдуз», по-кумыкски «юлдуз». И вот как выглядит именно кумыкский юлдуз среди других тюркских жилдызов, юлдузов, жилдызов и так далее. Следующий слайд. Как я уже говорил, это язык письменный. И мы не тот язык, которому Советский Союз дал письменность. Мы тот язык, у которого Советский Союз периодически менял письменность. Поэтому гораздо логичнее было бы говорить о том, что у нас была доисламская письменность, руническая тюркская письменность, исламский период, а он у нас был довольно долгий, по сути, чуть ли не после появления, сразу после появления ислама, оно было уже начало распространяться на территории традиционного проживания кумыков, поэтому аджам просуществовал до 20-х годов 20 века. Ну и латинский шрифт, латинский алфавит, который мы, московские кумыки, все больше используем. Я преподаю кумыкский язык на основе именно латинского шрифта. Я объясню почему, потому что наша аудитория — это, как правило, не кумыки. То есть люди, которые изначально не знают кумыкского языка, они учат кумыкский язык, а для них важны эти мотивационные моменты. Мотивационным моментом при латинском шрифте является тот факт, что, зная кумыкский, он может переписываться и с другими тюрками. Поэтому латинский вариант для нас очень важен. Формально у нас, следующий слайд, формально у нас кириллический вариант, на котором преподается, на котором издаются учебники, книжки разные. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, как я уже сказал, кириллический для нас это официальный алфавит, латинский алфавит для того, чтобы осуществлять международную коммуникацию, а аджам — это язык, который связан с нашей религией, не язык, а алфавит. А также он представлен в искусстве. Вы сегодня, кстати, увидите у нас художница на основе как раз аджама нарисовала свои картины. Вы их увидите чуть позже. Следующий слайд. Как я уже говорил, кумыкский язык — это не язык одного региона. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что
кумыкский язык ассоциирует исключительно с Дагестаном. Да, основная часть кумыков проживает в Республике Дагестан. Но кумыкский язык является родным для 20 тысяч кумыков Чечни, плюс татар Чечни, для некоторых нагайцев Чечни. Поэтому кумыкский язык и для Чечни является таким одним из коренных языков. Плюс Северная Осетия, собственно, наша художница, у которой сегодня выставка здесь, она происходит из североосетинских кумыков или моздокских. Здесь в зале они тоже представлены. Здесь я вижу лица из Северной Осетии. Я уже говорил о том, что какие есть мотивационные моменты, почему нужно учить кумыкский язык. Следующий слайд. Я немного не согласен с формулировкой диалект, но это официально признанная формулировка в отношении кумыкских говоров. Кумыкский язык не так сильно отличается в зависимости от того, где он распространен. На картине вы увидите те разные варианты региональные кумыкского языка, которых называют диалектами. Это, значит, терский диалект, это хасавюртовский диалект, буйнакский диалект, подгорный и предгорный его часто называют, и кайтакский диалект. Вот мы попытались в презентации наглядно продемонстрировать, где проходят эти границы. Они, конечно, условные, потому что люди женятся, выходят замуж, и, естественно, вместе с ними переходит новая манера в новый регион. Дальше. Это что касается наших проектов в социальных сетях. Мы живем в глобализирующемся мире, и нам очень важно использовать те преимущества, которые предоставляются нам разными людьми, типа Цукерберга или других его аналогов в России. Например, ВКонтакте у нас есть группа Кумуктыль. Вы можете посетить нашу группу. Там мы пытаемся объяснить грамматику нашего языка. Причем происходит это на примере разных ситуаций и так далее. В Фейсбуке у нас тоже есть группа кумыкского языка, где мы пытаемся визуализировать процесс обучения. Вы видите один из таких слайдов. И у нас есть группа BIS. Вот у нас сидит, собственно, администратор этой группы, Салават Салаватов, где мы пытаемся выдавать в виде шуток, значит, кумыкский, аланский, нагайский и крымско-татарский. И благодаря этой группе, во-первых, эта группа просто очень быстро набирает темпы. Мы, честно говоря, не очень ожидали, что так будет, но в группе просто очень большая активность, причем там, крымские татары активно обсуждают кумыкские шутки, аланы нагайские и наоборот. В общем, очень интересно, посещайте наши проекты в социальных сетях. Дальше. Собственно, наша новая организация, она не будет отстраняться от языковых проектов. Мы будем не просто продолжать, но и стараться расширять наши языковые проекты для того, чтобы сделать так, чтобы кумыкский язык был в тренде. Дальше. Ну, собственно, хотел поблагодарить вас на разных языках, в том числе на кумыкском. Салволус. Спасибо большое, Рамзан. На эту сцену мы вновь хотим пригласить Керимову Гульмиру для исполнения песни «Кумукхан». Встречайте! Музыка Рустама Ахметханова и слова, как, наверное, нетрудно догадаться, Рамазана Алпаута. Давайте еще раз поаплодируем.
айласаным Кумуклар тоқтамажат алға бара жат Дүнияны үстіндегі халқым алажат Не көрмеді, не қиыннан өтмеді Біздің миллет о намыслы сан етмеді Отырып қазар деңізге түшірсе де Түден туда елімнен ол кетмеді Болмаса толған заман, yok болмасқа яралған Өмірсізлікке бұл дүнияға ойылған Дұшпанға хан беретін, ешбетес болмаған Қоңы қапқым сен барсаң, өзім яраған Дұшман келсе, кылычын Ona gelse namlusi ol bildirer El namusun tüke vurmagan Gözlerim hamamda ol saklagan Ne görmedi ne kıyınan ötmedi Bizim millet o namuslu san etmedi Oturup kazar denizge düşürse de Tüydü tuğra elinden ol gitmedi Olmasa dolgan zaman Yok olmazsa yaralgan Ömürsüzlükке bu dünyada uyulan Düşmanlara hadiretti Hiçbir ders olmadan Kumu halkım sen varsan Yüzüm yanağın Аплодисменты Киевой Гумиле! Спасибо большое. Еще один наш небольшой для вас сюрприз. Это игра на агач хомузе. И на эту сцену мы приглашаем Азамата Акишева.
Продолжая тему кумыкского языка, мы приглашаем на эту сцену Тамерлана Джамоева, который представит нам образность кумыкского языка. Кумыкский язык – родной язык кумыков, крупнейшего коренного тюркского народа на Северном Кавказе. На нем говорят более полумиллиона человек, как и другие тюркские языки. Он происходит от средневекового языка, северокавказской Тюркии. Он наиболее близок из всех остальных к этому языку, сохранил много удивительных и разнообразных черт. Я хотел бы вам предложить взглянуть на родной язык немножко с ненаучной, а немножко с другой стороны, с другого ракурса. Ученые утверждают, что человек посредством языка определяет свое бытие, свое мироощущение, миропонимание. И если это правильно для отдельного человека, то тем более это правильно для отдельного народа. Как и любой другой язык, естественно, в кумыкском языке каждое слово обозначает некие понятия. И в этом плане кумыки, как и тюрки в общем, подходили очень креативно к наименованию окружающего мира. Вот на первом слайде вы можете увидеть, к примеру, такое простое, незамысловатое растение, как мох, по-кумыкски звучит как таш-чечек. То есть дословно это каменный цветок. Либо другой вариант тюплюрот, это примерно можно перевести как шерстяная трава. Далее, пожалуйста. Также вот, например, наименование животных. Божья коровка, по-кумыкски башмакчи. То есть дословно получается башмачник, сапожник. Почему, не можем сказать, но такие слова должны вызывать у нас некий интерес. Почему именно наши предки назвали это именно так, не по-другому? Далее. Юлдус, звезда, дословно можно перевести как прямая дорога. Я думаю, понятно, что для кочевников, для мореплавателей это один из основных путеуказателей, по которому они добирались до дома. Далее. В некоторых многозначных кумыкских словах отразился свой юмор наших предков. Например, слово «аяз» обозначает не только ясную морозную погоду, но и человека, обладающего лысиной, который примерно так же ярко светится. Далее. Очень красивые наименования слов, которые обозначают части тела или относятся к человеческому телу. Например, гозляж, слеза. Такое обыденное слово, дословно переводится как ребенок глаза. Либо, например, слово душа, гёнгуль, можно перевести как кожаный цветок, да, или что-то вроде этого. Далее. Также в нашем языке отразилось очень трепетное отношение и к семье, к родителям, к детям. Это можно увидеть вот на приведенных словах. Например, беременная женщина у нас сравнивается с полнолунием, с луной. Такое романтическое наименование айлы. Также если сравнить, например, слова «она», «мать» и «она» понимает с полуслова, можно тоже заметить, что навряд ли кто-то понимает своего ребенка лучше, чем мать. Далее. Также в языке можно найти много слов, которые несут
несут в себе советы по укреплению и поддержанию здоровья. Например, слово «юрек» и слово «юрю» — «идти». Они созвучны, и в этом есть некий смысл. Потому что многие медики, например, говорят, что для того, чтобы ваше сердце работало долго до пожилого возраста, нужно часто заниматься бегом, ходьбой и так далее. Также, например, вот созвучные слова «аш» — голод, «аш» — пища, далее. Каждое слово можно представить в виде некого скелета, который состоит из согласных букв. В этом плане интересно наблюдать слова, которые имеют одинаковый или схожий скелет и несут одинаковые либо схожие понятия. Например, вот на приведенном примере слово «ютмак» — глотать, «таммак» — стекать и «тамак» — глотка. Они примерно относятся к одному понятийному набору. Далее. Еще один пример. Япрак, лист, как одежда растения, топурак, почва, как одежда планеты, и опурак — это одежда человека. Далее. Еще один пример, может, немного более понятный. Далее. Так. Некоторые даже иностранные слова, которые используются в нашем языке, можно найти созвучие с кумыкскими словами. Например, вот на приведенном примере слово «сура» и «сурау», слово «аят» и «айт». Далее. Далее. Очень интересное сравнение в кумыкском языке слова, обозначающего огонь, и некие нехорошие действия, вроде подлизывания, подстрекательства, критики и так далее. Далее. Приведен пример по поводу из среды обучения. Например, слово «оху» одновременно обозначает у нас и учение, и чтение, так как, я думаю, первое, чему обучается человек, это письмо и родной язык. Далее. В кумыкском, как и в других тюркских языках, есть своеобразная система указательных местоимений. Если в обычном, в большинстве языков она состоит из двух, тот и этот, то в тюркских она обычно трехзвенная. То есть «бу» — это предмет, находящийся вблизи говорящего, «шу» — это предмет чуть дальше, и «шо» — это наиболее далекий предмет. Также для нашего языка есть интересное обозначение времен. Например, «тангала» — завтра дословно можно представить как берущий рассвет, то есть день, который придет за рассветом сразу. Далее. Также в языке можно найти некоторые такие красивые совпадения слов и фраз, намекающие на наши традиции, к примеру. Спасибо за внимание. У нас есть к вам небольшое предложение. Что если мы подгадываем ребусы на кумыкском языке? Вы согласны? Давайте попробуем. Что это, как вы думаете? Какое слово может получиться из сочетания этих двух картинок? Есть ли у кого какие-то догадки? Если есть, вы поднимайте руку. Мы к вам подбежим с микрофоном, и вы скажете. Давайте чуть активнее. Надо перевести
найти, то есть надо понять, как будет на кумыкском данное изображение и связать их. Обычный ребус, только На кумыкском языке. вы поднимаете руку, к вам будут подходить и... А на следующем слайде мы увидим правильный ответ. Но не сейчас, а когда кто-то свое предположение скажет. Ну проверь, скажи что-нибудь у него, не стесняйся. Не, ты его выключил уже. Вот. Не работает? Вот, теперь работает, отлично. Давайте проверим, правильно ли сказано. Браво! Ну что, давайте дальше. Следующий слайд. Тут человек слово хочет. Алло, одно слово хочу сказать. Если вы говорите крымские там и так далее языки, да, не забывайте про татарский язык, который тоже входит в эту группу. Хорошо. Например, живой. Спасибо. Спасибо. У нас есть вариант ответа. Аур. Ну что, проверим? Браво! Следующий слайд. Проверяем. Отлично. Браво! Давайте проверим. Ну и бурными аплодисментами встретим этот правильный ответ. Следующий слайд. У нас уже вышли в лидеры. Проверяем. Все равно поаплодируем, друзья. Следующий слайд. С той стороны зала поактивнее. Секундочку, сейчас, если дадим немножко время тем, кому требуется чуть побольше времени на то, чтобы разгадать его. И у нас есть ответ. Проверяем. Аплодисменты. Этот мой любимый. Давайте поднимать руки, а не просто кричать, чтобы вас увидели, подошли. И давайте проверим. Браво! А мы сейчас узнаем, есть ли у нас еще слайды с ребусами? Отлично, у нас есть еще слайды. Вот у нас сзади кто-то поднимает там руку. А давайте сейчас скажем на кумыкском слово и его перевод на русский. Младшее поколение рвется. И как это будет? Проверяем. Русский. Браво! Ух ты! Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы хотим представить вам деятельность молодежной организации ОСД. И на эту сцену приглашаем руководителя организации Ибрагимова Алауддина. Встречайте! Я хотел бы презентовать новый молодежный клуб ОСДЕН, который объединяет 5 проектов под своей эгидой, и дальше я о них вам расскажу. Молодой человек, следующий слайд, пожалуйста. Наш клуб будет, в нашем клубе 5 проектов, я их перечислю вам. Это литературный час, это спортивный клуб, команда «Что, где, когда», о котором уже говорил. Увидите ее. Команда «Что, где, когда», о котором говорил Руслан, языковые группы, и что-то у нас еще должно быть, это управленческая борьба. Теперь о каждом отдельно. Литературный час.
Литературный час мы каждую неделю будем презентовать одну книгу и одного автора. И на следующей неделе мы будем прочитаем его, обсудим. Таким образом мы обеспечиваем досуг молодежи, чтобы они не ходили, вот как про нас всегда шутят, по этим торговым залам и торговым центрам, чтобы они приходили и они были с нами. И если вы к нам придете, вы узнаете, что кроме морфия еще употреблял Булгаков, почему Маяковский сказал, что рукописи не горят, почему Гоголь ему поверил, сжег свою книгу, и зачем на стрелку поехал Пушкин, и почему Лермонтов поехал на Кавказ. Что он там делал, не могу понять. Дальше у нас мы можем презентовать свои языковые группы. Они у нас были и раньше, но теперь у нас появились и новые языки. Салават. 5 O'Clock Tea – это английская группа. Наш Рамазан Алпауд и другие наши активисты будут вам презентовать язык, учить и так далее. Следующий язык – это немецкий. Клуб называется Gut Lernen. У нас также есть активисты, которые говорят на этом языке, и которые могут вас обучить этому. Следующий слайд, пожалуйста. Турецкий язык. У нас сейчас здесь сидят турецкие друзья, и у нас есть активисты, которые знают турецкий язык. И у нас есть клуб, который Нехабер, и мы можем научить говорить свободно, проблем не будет. Дальше. Это наш новый клуб. Я что-то зацепился здесь. Ничего страшного. Это клуб французского. Теперь у нас есть клуб французского. Мы будем обучать детей, взрослых, неважно, французскому языку. Дальше слова. Ну, конечно, наш родной язык, анатиль. Умухтиль. Тоже без проблем. Приходите, узнавайте, любите, не страдайте. Дальше слова. И впервые в нашем клубе мы начнем таджвид Корана. Наши активисты будут, особенно для маленьких, для взрослых, проводить уроки не арабского языка, а именно чтение Корана. Дальше. Управленческая борьба. Это не то, что вы могли подумать, это не такая борьба, к которой мы привыкли, это более... Мы будем обучать вас, ну не вас именно, тех, кто не пришел, этикету. Молодой человек, не отдыхайте. Сюда, спасибо. Столкновение интересов. Мы обучаем людей, таких молодых, чтобы они вот сидели друг с другом, у них есть разные интересы, чтобы они могли защищать свои интересы, они могли говорить, чтобы не стояли с микрофоном и не подбирали слова. Мы учим их этому. Процесс переговоров также. У нас есть международники в организации, у нас есть лингвисты, у нас есть журналисты, они все этим займутся. Или правильно вести разговор. Дальше, пожалуйста. Команда «Что, где, когда». У нас есть команда из активистов, которая состоит из активистов. Мы не часто, но когда приглашают или сами организовываем разного рода мероприятия. Вот как раз завтра в этом же зале у нас пройдет тюркоязычных «Что, где, когда» игра тюркоязычных групп, организаций. Дальше. Спортивный клуб. Скажу честно, это еще в разработке, но это у нас есть. Мы уже принимаем заявки, то есть вы можете приходить, записываться. У нас есть есть свой зал, особенно здесь без разницы кумык, русский, армянин и любая нация. Особенно приходите те, кто недолюбливает кавказский народ. Там в ринге будут два кавказца как минимум друг друга лупить. Это вам понравится. Дальше. Это Алам-Булам, Гележек-Бизге. Спасибо. Мало кто сегодня знает, как звучат географические названия на кумыкском языке. И мы надеемся, что данный интерактив станет для вас полезным, а во многих из вас пробудит знания. И поэтому мы приглашаем на эту сцену Салаватову Аиду. Встречайте! Мы в ожидании очередного интерактива, поэтому передаем слово Аиде. Добрый вечер, дорогие гости. Давайте на несколько минут отправимся с вами в удивительное путешествие в Кумыкию.
так и народы-прародители кумыков оставили богатую топонимику, наследие потомков. Мы попытаемся ознакомить вас с ней. Ну, например, город Грозный называется Сюинчукала. Владикавказ, Бурау-Кала, Кепей-Кала, Новороссийск, Саджук-Кала, Геленджик, Геленчик, Буденновск, Маджар, Ставрополь, Шаткала, Пятигорск, Бештау, Кисловодск, Ачесу, Нальчик, Налчик называется, Балхар, Балкар, Махачкала, Анжикала, Саратов, Саратал, Астрахань, Астархань, Тамань, Тамтархан. Назову реки Дон, Анадол и Волга, Идиль. Эльбрус на кумыкском будет Асхартау. Черное море Кара-Дениз, Каспийское море Хазар-Дениз, Азовское море Азау-Дениз. Кумыки за свою историю успели образовать много государств. Это были разные по своей форме государства: аристократические, княжества, республики и монархии. И даже одна конфедерация, в создании и управлении которой кумыки активно участвовали. Естественно, что у каждого кумыкского государства был центр или столица – Тахшавар. Самое известное из кумыкских государств – Тарковское шамхальство, столица Тарки. И резиденция наследника Улубойнак. Другие кумыкские государства и их столицы. Миктулинское княжество, Джимбутай, Утамышское княжество, Утамыш, Бамат-Тулинское княжество, Большое Казанище, Кумтаркалинское княжество, Кумтаркали, Аксайское княжество, Аксай, Эндерейское княжество, Эндерей, Кастековское княжество, Кастек, Каракайтакское княжество, Башли, Брагунское княжество, Брагуны, полуавтономные владения Карачебеков, Карабудахкент, Ирпили, Каранай и Шкарты. В 20 веке кумыкская элита в лице Гайдар-Бамата, князя Рашидхана Каплана и князя Нухбека Тарковского активно участвовали в создании Северо-Кавказской Демократической Республики. Одним из ее центров стал город Буйнак. На карте. Ремесленные центры. У кумыков издревле были распространены самые разные ремесла. И у каждого ремесла были свои признанные центры. Лодкостроительство – это в основном села по Тереку, Сулаку и Каспию. Ковроткачество – Кумтаркала, Эндрей, Верхнее и Нижнее Казанище, Каякент. Металлообработка – Карабудакент, Верхнее Казанище. Обработка кожи – Маджалис, Аксай, Тарки. Ювелирная – в основном Эрпели, Кафыр-Кумул, Султан Янгию. Остальные ремесла, такие как гончарное, текстильное, шелководство и обработка дерева, были распространены практически в каждом селе. Кумыкская земля славна многими природными достопримечательностями, в том числе Каспийское побережье, побережье крупнейшего в мире озера. Карабудакент, здесь находится родник Бекинес, один из самых крупных питьевых родников в Европе, по некоторым сведениям крупнейший даже, можно сказать, в Европе. Расположен в Карабудакентском районе. Образует озеро общей площадью 1170 квадратных метров. Средняя выдача воды 40 тысяч тонн в сутки. Кумтархала, Бархан Сарихум, высочайшая песчаная гора в Европе, 262 метра. Выше его только Бархан Большой Эрк в Сахаре. Избербаш, сероводородный лечебный источник лечебной грязи. Каякент, гидрокарбонатно-натриевый минеральный источник. Талгиз, сероводородный минеральный источник. Брагуны, также сероводородный минеральный источник.
И Тарнаир – минеральный источник в Махачкале. Еще хотела бы отметить туристические места. Избербаш – это парапланеризм. Приезжают сюда парапланеристы со всей России. Побережье от Анжи и южнее – это в основном парусный спорт. Коронавик, царская площадка, смотровая площадка на Гимлинском хребте. Названа так потому, что туда поднимались представители царской семьи. Еще хотела бы отметить такую достопримечательность, как развалины крепости Аркас на Гимлинском хребте. Это Буйнакский район. Также мавзолей в Ингушетии, остатки крепостей Джулат в Кабардино-Балкарии, Татартум в Осетии, Маджар, близ Буденновска, Ставропольский край. Наши активисты обозначены на карте звездочками. Сейчас я хотела бы объявить конкурс, который будет проходить с 1 по 15 марта. Это конкурс детского рисунка «Кумыкия глазами ребенка». Условия конкурса будут размещены в наших группах в социальных сетях. Каждый ребенок может нарисовать, как он себе представляет свою родину, кумыкскую родину, и прислать рисунок в электронном виде. Вот. А теперь хотела бы предложить сыграть игру вам. Я буду называть название на кумыкском, а вы должны будете догадаться или отгадать, как это звучит на русском. То есть какую страну или местность я буду называть. Начнем. Название Миср. Вот, что-нибудь вам говорит название? Есть какие-нибудь варианты? Микрофон, пожалуйста, девушка. Правила те же. Поднимаем руку, к вам подходит вот этот симпатичный молодой человек и подзвучивает ваш голос. Так, Египет? Правильный ответ. Похлопаем. Аплодисменты, друзья. Так, следующее название это Шам. Так, кто сказал Сирия? Вы сказали Сирия. Правильно. Сирия. Аплодируем Ассоциацию молодежи Дагестана. Сирия, а также Иордания, Ливан. Вот, обобщались. Ну, это, я думаю, это название знакомо всем. Наверное, каждый догадается. Чин. Какая-то страна? Китай. Правильно. Дальше Мачин. Есть у кого-нибудь какие-то предположения? Япония. Это Япония? Нет. Это не Япония. Есть еще какие-то предположения? Есть. Раз, два предположения. Если судить по карте, то это полуостров Индокитай. Правильно. Это Индокитай. Но в следующий раз мы не будем переворачивать карту, чтобы вы понимали, что это Индокитай. Тобе. Тоже можно догадаться по названию. Тобе. Есть ли у вас какие-нибудь догадки? Активнее, друзья, поднимайте руку. У нас сегодня есть прям лидер сегодняшнего интерактива. Тибет. Еще раз? Тибет. Правильный ответ. Аплодисменты, друзья! Это Тибет. Маджар. Есть, вон, вижу руку в зале. Венгрия. Правильный ответ. Маджар это Венгрия. Юнан. Сейчас, может быть, догадаетесь на карте. Греция. Так. Правильно, Греция.
Аплодируем, друзья. Активнее, просыпаемся. Алман. Уже слышу ответ. Германия. Правильно, Германия. Француз. Правильно, Франция. Пас. Правильно, Персия. Кому-то даже микрофон не нужен, кто-то просто так уверенно выдает ответы со своего ряда. Инглиз. Правильно, Англия. Дженузе. Правильно, Генуя. Ференге или Перенге. Венеция, да. Аплодисменты. Однозначно. Хиндустан. Правильно, Индия. Это даже ясно. Джизаир. Нет. А вот тянет какой-то парень руку. А что? Вопрос какой был? Джизаир. А это, по-моему, Алжир. Правильно. Алжир. Ну давайте поаплодируем этому симпатяге с бабочкой. Гурджистан. Правильно, Грузия. Эрменистан. Армения, логично. Так. Географические и субэтнические названия, используемые кумыками, имеют свои параллели в других регионах, населенных тюркскими народами. Сейчас мы попробуем провести эти параллели. Кумук, самоназвание кумыка. В древних и средневековых источниках гумник, кунук, камук и так далее. В переписи 1926 года встречаются народы Таза-Кумук и Кара-Кумук, проживающие в Сибири. Кумука – родовое подразделение башкирского племени Тангаур. Среди уйгур – племя Кумук-Атакус. Провели параллель. Тарки, Таргу – столица кумыкского государства. Таргу-Шалхалы. Астархан – историческое название Астрахани. Там-Тархан – историческое название Тамани. В древнерусских источниках Тмутаракань. Кумыкское селение Каранай. Род Каранай Башкирии, племени Бурджан. Кайдак – историческая область Кумыкии к северу от города Дербент. Карагайдак – Кумыкское княжество. Хайдуки – одна из этнографических групп венгров в окрестностях города Дебрецен. Печенеги, Канглы, Кангар – одни из предков кумыков. Безенги – селение в Балкарии. Канлы – казахское племя. Канлы – башкирское племя. Каныраты – казахское племя. Бекинес – родник близ кумыкское селение Карабудакент. Баканас – река в Казахстане. Сувары – одни из предков кумыков. Суаз – одно из названий Чувашии. Генджау – кумыкское селение. Есть город в Азербайджане Генджа. И Кенджи – селение близ Нальчика, Кабардино-Балкария. Бойнак – кумыкское селение. Мойнак – город в Каракалпакистане. Утамыш – Отемиш – кумыкское селение центра Отемишского султаната. Отемис – несколько селений в Казахстане. Отемишели – крымско-татарское селение в Крыму. И также еще одно крымско-татарское селение – Отеш-Эли. Тюмень – одно из кумыкских протогосударств. Тюмень – город Сибири. Кумыкское селение Казанище, Казаныш и Казань, столица Татарстана. Маджар – кумыкское название Буденновска. Маджар – тюркское название венгров. Мишари – татарская этнографическая группа. Кумыкское село Брагуны, Бураган. Бураган-Гечу – кумыкское селение в Хасавюртском районе Дагестана. Бурасуатар – кумыкское селение в Моздокском районе Осетии. Мавзолей в Ингушетии, Бурган-Каш.
Бургустан, Ставрополе, несколько селений Бараган в Крыму, башкирское племя Бурджан, бурджиты тюркская, мамлюкская династия в Египте и Буграхан, титул Караханитской династии в Кашгаре, Уйгурии. Кипчаки, одни из предков кумыков, башкирское племя Кыпсак и многочисленные рода Кыпсак в других башкирских племенах. Так. Аксай, кумыкское селение, центр кумыкских княжеств. Аксай — около десятка селений и городов в Казахстане. Аксу — город в Азербайджане. Аксу — город в Уйгурии. Этносословная группа Терекеме в составе кумыков. Терекаме — арабское название туркменов. Туркмены в Ставрополе и Астраханской области. Туркоманы в Сирии и Ираке. И вот у нас образовалось такое вот солнышко после проведенных параллелей. И в заключение хотелось бы сказать или призвать: учите историю своего народа, изучайте историю своего села, знайте историю и генеалогию своей семьи, узнавайте о кумыках, прославивших наш народ, стремитесь соответствовать им хоть в чем-то, и, соответственно, того народа, которому вы принадлежите. Стремитесь к знаниям, помогайте своим сородичам, соплеменникам. Всего хорошего. Предлагаю поаплодировать, вы видите, этому солнышку, которое у нас получилось на этом экране. Я знаю, что во время нашей паузы к нам представители из АМД пришли, да? Давайте поаплодируем представителям из АМД. Мы хотели также пригласить на сцену для приветственного слова. Хотите что-то сказать от Ассоциации молодежи Дагестана? Поаплодируем, пожалуйста, представителям Ассоциации молодежи Дагестана, которые наверняка скажут нам: да, проходите, пожалуйста, немного хороших слов, пока ансамбль Адат готовится. Да, у вас есть специальная тумба, не стесняйтесь, проходите. Без тумбы? Да можно без тумбы, пожалуйста. Ассаламу алейкум, уважаемые гости этого вечера. Мы рады присутствовать на таком вечере и рады, что вообще такой вечер организовывается. Нам приятно, что кумыки собираются, не только кумыки, здесь есть представители и Шамиля Насаварец. Нам всем интересно послушать и узнать о истории кумыков. Хорошо, что возникла такая пауза, мы смогли высказаться. Спасибо вам большое. Если мы, как Ассоциация молодежи Дагестана, можем вам как-то помочь, вместе что-то организовать, мы всегда будем рады встречным предложениям и вместе что-нибудь придумаем интересное. Спасибо. Давайте поаплодируем. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Спасибо, что предоставили слово. У нас в организации тоже немало кумыков. Хочу благодарить организатора за такую интересную встречу, за интересный вечер. А также хочу лично поблагодарить Рамазана за то, что он тоже принимает участие в наших мероприятиях. Приятного вечера. Спасибо большое. Ой, как громко. Знаете, мы очень рады, что у нас собралось так много творческих людей. И на эту сцену мы хотим пригласить Магауддина Самадова из Бойнака. Встречайте! Да. Ассаламу алейкум. Кумук. Milletni, Kumuk tilini, Kumuk adabiyatını, madaniyatını abru götürme diyorlar halkı. Sizge Dağıstan'dan, Ulubiyağ'dan, Uluboylak'tan kaynar salam. Ben Orusça'da bacaramalı esime gene olsa da Kumuk geçesi de şu merdeşken aytılarsa beni bağışlap koyunuz, ben Kumuk'ta söylemeye suyemez, sıkıntı etseniz. Ben gitçirek laqarete turup sizin bulan Facebook'tan tanışıp olan ben tüzü o salavat bizim boynağlı yaş kudra onu özünü tanıyman kalgan bunları yoldaşları tüzünü aytsam ben Facebook'tan
tanış bolganman, ulay özleri bilan golundan ekil tanıştı olmaganma hali şo bolar dep esime gele. Ramazanga men şundan düşegenine esime gele Ramazan çıgar, men şogar men özümnü kichire kitapçamda tapşırmaga süyemen çıgargan. Hali şundan sizin ihtiyarınız bilan bir iki kichire ular koyun. Hali çıkan kitabından. Şonu siz kararsız dağı ma'nasına da kalgan zatına. Götereyik kumuk tilini aburun. Hay kumuğum, unutkanımız tarihin, söngen bugün nasip bulan talihin, elimli de süymeymen tas etmege, tilime de süymeymen yas etmege, nege bugün izlemeyimiz tamurun, nasluların götermeyimiz avurun, kayda kalgan özlerimiz, biriz, kayda bizim öktemimiz, sıyırız, küstüngenine eskegere erlerin, argumağın kumuk tüzde oynatkan, elin uçun aziz canın ayamay, düşmanına can ağusun çaynatkan, yaşlarımız beşiklege salınmay, kulaklığa qaqaq yırlar çalınmay, yaş analar süyümüz öz tiligiz, şo tili bulan avurgusuz biligiz. Hey Allah'ım bizge nasip etmegin, görme kumuk tilimizni kabulun. Biz ulular yaş naslını da kurşak, götereyik kumuk tilini avurun. Şu ellerde mağa kısmat saylagan, asrularda atı aytıla gelgen, şavhallanı öz elinle tuğanman, kumuk halkını halal ekmegin aşar, şavhal suda har gün betim cuğanman, men öptenmen vatanımdan elimden, kumuk halkını gelgenine beninmen, kumuk tüzlü bay ekenge tarihi, kumuk halka baylanmana talihim, dost yumukka kaynar salamı, kumuk halkını hakkını verir kalamı, konaklardan tolup bola üyübüz, yivav hars bolmasa gelmey kuyubuz, Kafkas tavlar korup saklay elimni, Kaspi dengiz kumuk tüzün boylagan, Tengirime daim şükür etemen, şu ellerde mağa kısmat saylagan. Давайте поаплодируем. Да, этому стоит поаплодировать, друзья. Хотел бы сказать, что социальные сети не прошли мимо нас, и мы развиваемся во всех социальных сетях, как ВКонтакте, так и на Фейсбуке. Поэтому и в Одноклассниках. Присоединяйтесь, и в Одноклассниках, которые так любят Дагестан. Присоединяйтесь, будьте с нами, будьте в курсе всего, что происходит. Ну а сейчас, как нам уже показали и сказали, к нам готовы вырваться на сцену представители ансамбля «Адак» под управлением Тагира Исламова, которые ждут ваших аплодисментов, чтобы поднять ваше настроение. Аплодисменты!
нашего вечера проходит выставка картин художницы ICZ. Мы всегда поддерживаем людей искусства, которые прославляют нашу культуру. Поэтому ICZ – это один из наших кумыкских брендов современного искусства, которое основано на глубокой культуре письма. Встречайте! Сейчас вспомнила ситуацию, которая у меня была в детстве, когда я выходила, будучи еще совсем маленькой, на задний двор и воображала себе, что я какая-то там артистка и танцую перед воображаемой публикой. Ну, тогда мне это казалось не таким волнительным, как сейчас. Ну, я думаю, вы меня поддержите немножко. На самом деле, моя история в творчестве очень забавная. Но я скажу вам о самом главном. Я с детства любила рисовать, но получилось так, что я начала этим заниматься профессионально. Но я хотела, точнее, заниматься этим профессионально, и вдруг, закончив свою школу художественную, я захотела поступить в Академию художеств имени Репина. Ну, это, конечно, уровень мировой. Моя мама, как и все мамы, верила в своего ребенка. И случайно совершенно получилось так, что мама встретилась с достаточно известным художником, его зовут Агул Муса. И на самом деле он в последующем был моим наставником, и об этом человеке, будь я режиссером или писателем, поэтом, я бы написала кучу книг и сняла бы фильм о его жизни, потому что на самом деле у него очень интересная история жизни, но об этом немножко попозже. Моя мама привезла, я помню, свои работы, которые я делала в художественной школе. Ну, ей, конечно же, казалось, что это просто великие шедевры, а он просто не стал на них смотреть и сказал, что, вы понимаете, у вашей дочки нет уровня, чтобы поступить в Академию художеств. Там совершенно немножко все по-другому. Но маме, конечно, было обидно, как это так, ее ребенка даже не посмотрели на эти картины и уже говорят, что нет уровня. Но я не остановилась на этом, я начинала уже работать, но более профессионально. И вот я поехала в Санкт-Петербург испытать судьбу, скажем так, и мне помогал в этом мой наставник Агул Муса. Благодаря ему я поступила в академию на факультет архитектуры, и сейчас там уже 4-й год учусь. О том, как я начала заниматься каллиграфией, я думаю, лучше я вам покажу видеоролики, потому что я вижу, вы немножко подустали от наших речей, поэтому, пожалуйста. Уехав в другой город, я начала понимать, что мои традиции стали для меня нечто большим, чем это было раньше. Родилась я в Северной Осетии, в небольшом городке под названием Моздок. Меня поддержала моя семья, потому что для моего отца было важно, чтобы я нашла себя, нашла свое дело, которым бы я занималась с радостью всю жизнь. Рисовать я любила с детства.
но именно в академию мне захотелось в тот момент, когда в моей жизни произошел небольшой перелом, можно сказать. И я дала себе слово, что я поступлю именно сюда, чтобы мне это не стоило. Я очень эмоциональный человек. Я безумно эмоциональный человек, и мне это порой мешает очень сильно. Мне нравится то, что я делаю. Я люблю свою работу, я люблю свою профессию. Каллиграфия — это графика больше всего. Я могу назвать себя самым счастливым человеком на этом свете, потому что я получаю от своей семьи все, и даже намного больше. Не каждый сможет отправить свою единственную дочь так далеко. Но, тем не менее, я здесь, и моя семья продолжает меня поддерживать. Это для меня большая опора. Моя семья — это моя опора, моя семья — это мое богатство. И я благодарна своим родителям за то, что они дали мне именно такое воспитание, дали мне именно то, что мне необходимо. И, может быть, именно это сподвигло меня на то, чтобы я начала заниматься арабской каллиграфией. И я больше приблизилась к своей культуре. Я больше начала ценить то, что у меня есть, но чего я раньше просто не замечала. Можете сейчас встать, походить, посмотреть свои работы, если, конечно, вам интересно. Друзья, да, вы можете сейчас спокойно вставать со своих мест, ознакомиться ближе с искусством ICZ, и буквально через несколько минут Элина скажет, что мы будем делать. Да, Элина? Ни
один вечер кумыкской культуры у нас еще не заканчивался без танца, поэтому мы потихонечку будем к нему готовиться. We are one humankind, sisters side by side. We'll have no regrets. We will not forget. سامحنا يا الله وارحمنا يا رب وامنح رزقك للأفواه وابعد عنها كل الآن. The world brings